Здравствуйте, в студии Тимур Бекмурзин, с вами снова «Реальная экономика». Мир меняется, реальность становится иной, стремительно и неизбежно. Меняются в том числе и во многом из-за пандемии, которая сама по себе все больше становится таким постоянным сопутствующим фактором нашей экономики, всей нашей жизни. Все, что остается нам сейчас, принять это как факт, по возможности адаптироваться и начать действовать. В каком направлении, как минимизировать потери бизнеса, стать эффективнее в этот трудный период, об этом мы и поговорим сегодня в «Реальной экономике». Пока же несколько моих личных наблюдений и мыслей на этот счет. Итак, первое, на что бы я хотел обратить внимание, беда, как известно, объединяет. И в этом смысле пандемия, конечно, не только изменила привычный уклад жизни, но и здорово сплотила общество, проявила наши лучшие качества. На примере бизнеса многих компаний это особенно заметно. Как мы уже отмечали, сильные стали еще сильнее, эффективные еще эффективнее. Есть и такая особенность. Вы заметили, что в последнее время мы перестали различать бизнес по сегментам и масштабам. Когда всем трудно, не так важно, чем ты непосредственно занимаешься. Коронавирус одинаково больно ударил по всем отраслям и секторам экономики. Пострадала транспортная сфера, индустрия гостеприимства, туризм, общественное питание, сфера развлечений, шоу-бизнес. Упал спрос на множество определенных услуг, множество других и вовсе были поставлены на паузу. Надо заметить, российская экономика к этому моменту не достигла необходимой для сбалансированного существования диверсификации. Энергетические компании, традиционно формировавшие значительную долю государственного бюджета, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, вызванными изменением спроса на энергоносители. Все это приводит не только к убыткам компаний, но и заметно тормозит их инвестиционную активность. А в связи с падением реальных располагаемых доходов населения снизилась и покупательская активность россиян. С другой стороны, государство, как мы уже сказали, старается никого не выделять отдельно, а помочь всем. Меры такой поддержки, о них мы позже также поговорим, оказались своевременными, хотя будем объективными до конца. Самый сложный период для экономики и бизнеса еще впереди. Еще на один нюанс в связи с этой пандемией я бы обратил отдельное внимание. Процесс сближения бизнеса и государства стал более явным. И катализатором его также стала пандемия, на мой взгляд. Мы видим сейчас, как формируются общемировые и внутригосударственные стратегии действий в чрезвычайных ситуациях. Бизнес стал более восприимчивым к сотрудничеству, чиновники более заинтересованными, что ли. Одним из последствий этой тенденции я вижу в какой-то степени обеление рынка. Прозрачность данных при работе с клиентами и партнерами через IT-системы в перспективе вытеснит черный нал, компании-однодневки уйдут в прошлое, а крупные игроки будут бороться за авторитет в глазах клиента. Не исключено, что это приведет к новой волне слияний и поглощений. Крупные корпорации в стремлении расширять партнерские сети в регионах будут скупать местные компании, а те, в свою очередь, будут объединяться, чтобы этому противостоять. Еще одна тенденция, которую также отмечают эксперты – усиление роли социальной политики в компаниях. В зависимости от специфики рынка, крупные корпорации все больше внимания уделяют вопросам экологии, благотворительности, развивают семейные ценности. Сегодня в «Реальной экономике» мы поговорим о современной трансформации бизнеса, о том, как меняется его качество, формат из-за пандемии или чего-то еще. Какие мосты в будущее выстраивают наши банки? А нашим информационным проводником и финансовым консультантом во многих вопросах по традиции станет банк «Аверс». Смотрите сегодня в нашей программе. Новые бизнес-реалии. Что ожидает бизнес и реальный сектор экономики? Какие меры поддержки предлагает государство в условиях пандемии и снижения деловой активности? Насколько они эффективны? Как банки взаимодействуют с реальным сектором экономики? Об этом и не только в первой части нашей программы. Цифровизация как глобальный тренд. Как это работает на практике, в том числе в банковском секторе. Что предлагает банк «Аверс»? Мобильный и онлайн-банкинг в действии. Все расскажем и покажем. Надежность, проверенная временем. Продуктовая линейка от банка «Аверс». Какие скидки и акции действуют для держателей пластиковых карт банка «Аверс». Все подробности в программе «Реальная экономика».
По прошествии времени очень интересно и не бесполезно проанализировать, как менялось наше восприятие экономической реальности из-за пандемии. Давайте вспомним, как вначале кое-кто из нас, в том числе и отдельные эксперты, прогнозировали, что коронавирусный шок вызовет серьезные потрясения на туристическом рынке, на транспорте и в сфере услуг, а по другим отраслям пройдет по касательной. Увы, подтвердились другие, более пессимистичные прогнозы других экспертов, их было, конечно, много больше, о том, что кризис будет затяжным, а на восстановление экономики уйдет не один год. С другой стороны, и об этом мы также говорили в нашей программе, в какой-то части этот кризис носит системный характер, были и другие его предвестники. Понятно, что пандемия его спровоцировала, но проблемы в мировой экономике нарастали не первый год, и ее спад в любом случае был неизбежным. Впрочем, есть и другая сторона медали. Та же самая глобализация породила множество технологий, которые сегодня способны помочь и бизнесу, и населению, а последствия пандемии, как ни парадоксально, создают и продвигают новые перспективные рынки. И об этом мы еще чуть позже поговорим более детально. Пока еще одно мое наблюдение, которое подтверждают отдельные эксперты и аналитики. Мы видим, что в период турбулентности в первую очередь страдают средние сегменты рынков, то есть те, что предлагают средние цены в среднем диапазоне качества. Почему? Да потому что спрос смещается в сторону более низких или, наоборот, более высоких сегментов. Таким образом, бизнесу сейчас лучше избегать средних решений в этот период, а смещаться к одному из полюсов. Либо минимальные издержки, стандартизация, стратегия экономии и повышения эффективности, либо дрейф в область премиального рынка, где, как известно, спрос слабо реагирует на макроэкономические изменения. Как остаться на плаву, минимизировать потери, а возможно и приумножить доходы? Первое. Сократить расходы. Кто-то советует отрезать все неважное и все, что можно перевести на аутсорсинг. Второе. Пересмотреть бизнес-процессы в сторону максимального роста производительности. В новой реальности нужны новые подходы, и думать о них нужно уже сейчас. Третье. Если есть возможность смотреть в сторону инвестиций, как ни странно, кризис – лучшее время для новых проектов. Нет недостатка в специалистах. Строительные работы и оборудование стоят дешевле. Сфера услуг также склоняется в сторону покупателя. Говоря проще, нужно как минимум понимать свое фактическое положение и попытаться составить финансовый план хотя бы на ближайшее будущее. Рынок и потребители после пандемии будут уже не теми, что раньше, и это нужно обязательно учитывать. Кроме того, строить финансовую модель лучше в разных сценариях. Если спрос восстановится относительно быстро или если спад окажется более затяжным. Отдельно стоит упомянуть организацию работы. Резюмируя, можно назвать пандемию большой перезагрузкой для всего бизнеса, вне зависимости от масштаба и рода деятельности. Ее смогут пережить только те компании, которые смогли адаптироваться под новые реалии и делали для этого все возможное. И после пандемии они окажутся сильнее и устойчивее. Как в Татарстане бизнес выживает и старается повысить свою эффективность, как в этом его стремлении поддерживает государство, а также какие возможности появляются у компаний реального сектора экономики в результате сотрудничества с региональными банками, в частности с банком Аверс. Об этом в нашем репортаже. Бизнесу и власти всегда есть о чем поговорить, тем более, когда это очная встреча, фактически лицом к лицу после долгого перерыва. Рустам Минниханов никогда от острых разговоров не прятался, по возможности старался проводить обсуждение насущных проблем в режиме видеоконференц-связи. Но сейчас случай особый. Предпринимателям важно почувствовать себя с руководством республики, что называется, на одной волне, получить ответы на актуальные вопросы из первых уст. Ведь ситуация не из простых. Что будет дальше? Один из самых волнующих вопросов на фоне введения более жестких карантинных мер в той же Европе и отдельных российских регионах. А что в Татарстане? Рустам Минниханов несколько разрядил напряженную обстановку. Пока введение новых ограничений не планируем. Для всех лучше, если бизнес работает. Но многое будет зависеть от самих предпринимателей и от всех татарстанцев, их ответственности и дисциплинированности.
Президент тут же привел пример крупных предприятий, которые сумели взять ситуацию с пандемией под контроль, сохранили производство и коллективы. Представители Ассоциации рестораторов и ательеров в Казани, в свою очередь, поблагодарили власти республики за продление времени работы общепита с 23:00 до полуночи. Этот час для кафе, баров и ресторанов поистине стал золотым, рассказала исполнительный директор ассоциации Галина Шарафутдинова. Однако есть и другие предложения, которые касаются налогообложения. Как известно, после отмены с 2021 года по всей России единого налога на вмененный доход, нагрузка на бизнес, а это прежде всего небольшие кафе, рестораны, торговые точки, сфера услуг, может вырасти, в некоторых случаях кратно. Эта сумма будет выше в 6 раз, чтобы вы понимали. В 6 раз мы будем платить налога больше. Отсюда предложение после перехода с ЕНВД на УСН, упрощенную систему налогообложения, снизить ставки УСН, например, для общепита, как минимум до конца 2021 года. Рустам Минниханов пообещал предложение изучить и даже признался, что республика пыталась сохранить ЕНВД в этот сложный для бизнеса период, но понимания в Москве не нашла. Что касается льгот на уровне Татарстана. Можно любую ставку поставить, но вы вот посмотрите, сегодня по итогам 10 месяцев у нас минус к прошлому году более 42 миллиардов рублей. Конечно, одно с другим напрямую не связано, но президент обратил внимание на трансформацию бизнеса, которая происходит на наших глазах и ускорена пандемией коронавируса. Речь идет о переходе торговли в цифровую среду. Обеспечение электронных рынков сбыта – самая действенная на сегодня поддержка предпринимателей, считает Рустам Минниханов. На встрече предприниматели выступили со своими предложениями на тему, как можно эффективно финансово поддержать бизнес в этот период. Для предпринимателей на сегодняшний день очень важно получение именно быстрых займов и на короткий срок, потому что когда это длится недели 2 или 3, то это бывает очень долго. То, что касается быстрых заемных денег, здесь мы тоже готовы оказать содействие уже при поддержке гарантийного фонда. В вопросах финансирования бизнесу лучше полагаться на проверенных временем надежных партнеров, таких как Банк Аверс. Сегодня, как и 30 лет назад, Аверс строит свои отношения с клиентами на принципах взаимовыгодного партнерства, уважения и безусловного выполнения своих обязательств. Не зря Банк Аверс занимает одну из лидирующих позиций в банковском секторе региона по размеру активов, прибыли и уставного капитала среди татарстанских банков. В качестве подарка в честь своего юбилея Банк Аверс запустил акцию «Вместе к успеху Банк Аверс 30 лет» для юридических и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, которые впервые открывают в банке расчетный счет. В период проведения акции с 21 сентября по 31 декабря 2020 года включительно новые клиенты банка Аверс могут бесплатно открыть расчетный счет, а абонентская плата за ведение банковского счета и использование системы интернет-клиент составит 0 рублей. Счет можно открыть во всех офисах банка Аверс. Подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов можно уточнить в офисах банка. Удивительно, но факт. Месяцы пандемии и самоизоляции преобразили торговлю и рынок труда сильнее, чем годы стабильного развития. Чтобы продолжать работу в новом для себя режиме, бизнесу пришлось внедрить множество дистанционных механизмов и цифровых решений, запуск которых при отсутствии экстремальных условий был бы делом сравнительно отдаленного будущего. Многие из этих решений, как мы уже сказали, останутся с нами и после возвращения к нормальной жизни. Из направлений и рынков, которые стали более востребованными и популярными в этот период, давайте начнем с самых очевидных. Это доставка товаров и продуктов, а также дистанционное образование и медицина. Я бы еще выделил все области, так или иначе связанные с IT. У этой сферы, прогнозируют эксперты, огромные шансы сохранить уверенный рост. Во-первых, ограничения будут снимать постепенно и, возможно, вводить еще неоднократно. Во-вторых, пандемия показала, что старый подход больше не эффективен. На коне оказались те компании, которые вкладывались в развитие технологий и следили за трендами. В-третьих, клиенты привыкают к возможности взаимодействия онлайн, и отбирать ее у них было бы нелогично. Показательно, что онлайн-продажи многих товаров повседневного спроса выросли в несколько раз. По некоторым оценкам, объем этого рынка в России по итогам 2020 года может увеличиться почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составить 2,5 триллиона рублей. Серьезно трансформировалась за последнее время и банковская сфера. Причем тут нельзя говорить о каком-то критическом влиянии пандемии.
Да, она в целом способствовала развитию дистанционных сервисов, усилению влияния экосистем на экономику. Однако, что касается финансового сектора, это уже давно тенденция, тренд последних как минимум 5 лет. Что ждет потребителя и какие уязвимости нужно учесть, чтобы цифровой мир был более безопасным и комфортным? Алена Мартынец продолжит. Относительное затишье в ситуации с коронавирусом наступило летом после введения весенних беспрецедентных ограничительных мер. Осенью кривая статистики вновь уползла вверх. Отметим в скобках, показатели в Татарстане выгодно отличаются от цифр в других российских регионах. На этот раз всех на карантин сажать не стали. Многие страны дали местным властям право самостоятельно решать, какие меры ввести, чтобы не допустить переполнения больниц и в то же время минимизировать неизбежный экономический ущерб. Сейчас пока можно сказать, что сбываются умеренно негативные прогнозы, потому что пандемия продолжается вот уже около полугода, и конца пока мы не видим, а наоборот видим продолжение развития и ускорения пандемии, что дает нам возможность предполагать, что те потери, которые мировая экономика понесла, это еще не конец. Как бы то ни было, положительные моменты тоже есть. Коронакризис станет усилителем преобразований, которые и до этого уже происходили в мировой экономике. И некоторые из них мы уже смогли почувствовать на себе. Поработать из дома хотя бы пару недель пришлось весной этого года большинству россиян. После снятия ограничительных мер стало понятно – такой формат работы ничем не хуже, а иногда даже эффективнее. Согласно последним исследованиям, 5-7 миллионов человек в России перейдут на удаленную работу в ближайшее время. Это определенные возможности открыло, потому что получается, что ты можешь в любой точке страны принимать сотрудника на дистанционную работу, если он обладает какими-то компетенциями, да, и в то же время ты и с клиентами можешь работать. Мы открыли для себя то, что дистанционная работа, она также имеет под собой качественную основу, абсолютно качество не страдает от этого, если ее правильно организовать. И мы нашли способы снижения своих затрат. Банковскую сферу также коснулся этот тренд. По данным аналитиков, во время самоизоляции некоторые банки перевели на удаленную работу до 90% сотрудников бэк-офисов. Но это не повлияло на трудоспособность банков или на возможности для клиентов. Ведь, как правило, офис – это место, куда клиент приходит не столько для проведения банковских операций, сколько для получения консультаций. А это вполне выполнимо дистанционно. Вообще аналитики отмечают, российская банковская система оказалась гораздо лучше подготовлена к этому кризису, чем ко всем предыдущим. Все, что происходило с банками последние годы, в том числе действия Банка России по очистке системы от слабых и недобросовестных игроков, позволило банкам подойти к этому кризису в наилучшей форме. Если говорить про банки, банки – это отражение экономики. И, конечно, их доходность, она снизится в этом году, по прогнозам экспертов, примерно в 2 раза снизится. Но эта ситуация не критическая, не такая, что они на грани разорения. Такого нет. Те банки, которые развивают онлайн-сервисы, наоборот, оказались в плюсе и даже в какой-то степени увеличили выручку. Растущая популярность цифровых технологий у населения может дать банкам новые возможности. Произошел взрывной рост интернет-торговли. Традиционным онлайн-покупателям в стране весной добавилось не менее 10 миллионов человек. Сегодня люди отдают предпочтение безналичным способам оплаты и переводам. Быстро, надежно, позволяет не контактировать напрямую с продавцом или получателем. Сейчас из-за коронавирусов, да, получается, потому что все было закрыто, и только на доставке работал, и сам даже на доставку только работал. И когда это уже все открылось, привычка осталась, плюс все-таки удобнее дома сидеть, ждать заказ каких-нибудь там вещей или еды, чем идти самому это делать. Доставки также совершают через мобильное приложение, удобно, а бесплатные доставки бывают. За 10 минут доставляют до дома. Когда нужно права поменять или там паспорт менял, такие вот удобные услуги. Конечно, тоже квартплату платим и все. Да, через онлайн. Я студент только, и, получается, плачу за питание, за проживание и все, больше ничего не плачу. Любой перевод, даже взаим взять,
Ну, это очень удобно вообще. В связи с пандемией ускорилось внедрение различных онлайновых услуг, и был расширен перечень тех услуг, которые можно получить онлайн, в том числе и в банках. Что такое интернет-банк, было известно пользователям и до ситуации с коронавирусом. Ведущие российские банки внедряли этот инструмент уже несколько последних лет. Он позволяет клиенту получить доступ к своему банковскому счету из дома и офиса. Как это работает, рассмотрим на примере интернет-банка Аверс Онлайн. Это мобильное приложение доступно для любых смартфонов. Через личный кабинет, что называется одним нажатием кнопки, пользователь может получать актуальную информацию об остатках на счетах, просматривать историю операций и выписки по счетам, узнавать реквизиты счета, переводить деньги с карты на карту внутри банка и в другие банки, оплачивать услуги ЖКХ, телефон, интернет, кабельное телевидение и так далее. Кроме того, Аверс Онлайн позволяет погашать кредиты переводом с банковской карты, управлять лимитами по операциям с картами, ограничить либо открыть использование банковской карты для онлайн-покупок. И что важно, в приложении можно оперативно заблокировать карту. Еще один тренд нового образа жизни – отказ от наличных денег. Вирус хорошо сохраняется на поверхностях, что превращает купюру в разносчик опасной заразы. Еще в марте Центробанк рекомендовал банкам выдавать наличные клиентам не ранее 3-4 дней со дня их поступления в отделение. А Роспотребнадзор на днях сообщил данные исследования. На купюрах вирус сохраняет инфекционность не менее суток, на монетах не менее 3 часов. Россиянам рекомендовано проводить расчет в безналичной форме. Отличным подспорьем в этом может стать введенная в стране национальная система быстрых платежей – СБП. В Татарстане предложить своим клиентам этот удобный сервис денежных переводов может в том числе и банк Аверс. Система быстрых платежей предназначена для переводов между физическими лицами, но не по реквизитам карты, а по номеру телефона получателя. Обычные межбанковские переводы могут идти до 5 дней, а в СПБ, благодаря особой технологии, переводы доходят мгновенно. Комиссии при этом ниже, чем при других способах, а для совершения операции понадобится только приложение банка и телефонный номер получателя. Списание денежных средств со счета и на счет, даже если к ним не привязаны карты, происходит мгновенно. Как рассказали в банке Аверс, сервис работает в круглосуточном режиме, без перерывов на праздники и каникулы. К слову, поддержать своих клиентов в столь непростой для всех год банк Аверс старается не только удобствами, которые несет цифровизация его продуктов. Так получилось, что 2020 – это еще и юбилейный для банка год. Старейшее в Татарстане кредитное учреждение отмечает свое 30-летие. А это значит, что клиенты Аверса получают еще одну возможность оценить удобство и надежность пластиковых карт банка как средство платежа. Например, они могут принять участие в акции «Отметим юбилей вместе», которая проходит как раз сейчас, до 20 декабря этого года. Оплачивая товары или услуги картой MasterCard, имитированной банком Аверс, на сумму не менее 300 рублей за одну операцию, участники акции получают отличный шанс получить один из 600 подарков: умную технику для дома, HD-телевизоры, мультиварки, электрочайники, тостеры, воздухоувлажнители, воздухоочистители. Кроме того, подготовлены и дополнительные призы. Подарочные карты номиналом 1000 рублей каждая на приобретение топлива и других товаров на заправке Таиф НК АЗС. Победителями первого месяца проведения акции уже стали 150 держателей карты банка Аверс. Как видим, мобильные приложения были, остаются и останутся в будущем наиболее перспективным направлением развития банковских продуктов. Это важный для клиентов канал оформления и получения банковских услуг, который нельзя было упускать из внимания ни до пандемии, ни после нее. При этом стоит отметить, что гораздо чаще мобильные приложения используют люди молодого возраста, до 35 лет. Пользователи всегда выдвигают два основных требования к банковским продуктам и коммуникациям с банками – выгода и безопасность. Далее идет удобство и качество обслуживания. Но это уже специфические характеристики для людей разного возраста и достатка. Если в первых двух факторах у человека будет хоть малейшее сомнение, он просто не будет обслуживаться в банке. Банк Аверс сохраняет ведущие позиции на банковском рынке Татарстана вот уже на протяжении 30 лет. Как и из чего складывается этот успех, в нашем следующем материале.
Банк Аверс – один из старейших банков, работающих на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром группы ТАИФ. Устойчивость его ежегодно подтверждается рейтингом авторитетных международных агентств. Банк Аверс является универсальным финансовым институтом, предоставляющим широкий спектр банковских услуг и стабильно входит в число самых прибыльных и надежных банков Татарстана. Своим розничным клиентам банк предлагает разнообразные программы кредитования, депозитные продукты, широкую линейку банковских карт, а также премиальное банковское обслуживание. Кстати, к 30-летию со дня основания Банк Аверс снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам и необходимых документах всегда можно получить в офисах банка. Аверс – это банк, который идет в ногу со временем. Внедрение передовых информационных технологий позволяет банку постоянно наращивать клиентскую базу за счет высокого качества сервиса и разработки новых услуг. Также Банк Аверс активно работает на ипотечном рынке республики. К слову, еще в июле банк в честь своего юбилея снизил ставки по всей линейке ипотечных программ, а с сентября запустил новую акцию «Сертификат Новосела». На кого она рассчитана и как работает? Как известно, покупка квартиры всегда самая большая и лишь первая статья расходов. Вслед за этим новоселам требуются немалые финансовые вложения в ремонт и приобретение необходимых товаров для дома. Решить эту задачу помогают Банк Аверс совместно с компанией «Агава», которые запустили акцию «Сертификат Новосела». Акция действует до 31 декабря 2020 года в гипермаркетах Республики Татарстан. Воспользоваться сертификатом можно до 31 августа 2021 года. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.